Международный центр по подготовке силовых структур уже сейчас впечатляет своим масштабом. Здесь будут проходить все виды боевой подготовки. Помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов детально рассказывает, где и что будет расположено, а также о том, какие работы уже завершены. По главному зданию таким образом цокольный этаж по вашему плану. Здесь у нас планируется весь подвал практически. Это стрелковый тир с разными галереями, комплексами. Здесь в крыльях технические зоны. Медпункт со всеми там, с операционными, чтобы можно было там первоначальную помощь делать. Первый этаж. Это офисный блок, где будут работать спортивные секции, всякие там, в общем, обеспечение центра. Главный холл, главный конференц-зал, столовая для проживающих. Здесь зона бассейна, зона спортзала с многофункциональными площадками внутри. Дальше это учебный блок, второй этаж. То есть здесь будет большое количество классов. И здесь. Тут только в одном крыле планируется порядка 15-20 классов, только в одном крыле. Классы будут по всем профилям. Миновзрывное дело, тактика, стратегия, то есть разные классы. Это фитнес-зона, да? Это фитнес-зона, да, то есть это мы сюда заходим, это как балкон получается. Балкон. И чтобы это место использовать, мы планировали здесь поставить тренажеры. Ну, чтобы было больше места, чтобы больше людей могло заниматься. Это бассейн, который большой, который выглядит до 25-метровой глубины. Этот проект не имеет аналогов в России. К примеру, тир, который будет построен на территории центра, сможет принимать даже Кубки мира по стрельбе. Кроме того, учли при проектировании и безопасность населения, чтобы процесс учения никак не мешал жителям близлежащих сел. Здесь вот эта вот вся насыпь, это насыпают специально для того, чтобы сделать валы безопасности для стрельбы. То есть там тактический город, здания, дома, вот эти все, то есть для безопасности. Проведено было исследование для того, чтобы мы здесь стреляли и работали, естественно, максимально то есть, чтобы все было по лицензиям, по закону, и чтобы пули никуда не улетали. Поэтому вот там вот с той стороны будут сделаны стрелковые галереи для автомата и пулемета, а также для снайперского направления, потому что вот та зона, она у нас максимально безопасная. То есть в ту сторону мы можем стрелять по закону, по всем исследованиям, в ту сторону из карабина. А вот эта вот площадка, вот там площадка та, она будет предназначена только для пистолета и пистолета-пулемета. То есть там будет стрелковые галереи. А туда будет все, да? Да, вот туда вот. Там несколько километров до села. Да. Возможности этого центра безграничны. Здесь можно будет проводить десантирование, подготовку в условиях лесного массива и крупных городов. Будут смоделированы жилые дома, чтобы максимально обучить ликвидации преступников в частном секторе, а также учтены ситуации с захватом самолетов, кораблей и наземного транспорта. Вот наш тактический город. Вот это вот дамба идет. Вот дамба. Вот это вот искусственное озеро. Вот они, стрелковые галереи. Вот они. Их будет много. В этом направлении будет безопасно вести огонь. А вот здесь вот будет сам городок. То есть это жилые дома, такие одноэтажные, двухэтажные. Это многоэтажный дом, 9-этажный, чтобы мы учились. Здесь школа, детский сад, офисный центр, чтобы мы могли отрабатывать все абсолютно вопросы. Также мы здесь долго думали, ломали голову, как это сделать максимально эффективно и дешево. То есть здесь какие-то нужны были бронированные листы и разграждения, и здесь закрывать, чтобы туда ничего у нас не улетало. Но, как оказалось, все гениально и просто. И пришли к тому, что вот есть такие большие кубы пластиковые, и в них просто насыпается песок, и мы как кубики, как конструктор, выставляем их. Когда он прохудилось, мы просто убираем, ставим другой. Это, то есть вот этим вот нашли решение, чтобы закрывать здесь все. Это и будет выглядеть хорошо. Вот такая насыпь пройдет и здесь. Он будет разделять тактический город и искусственное озеро. Сверху планируем сделать кран, на него прицепить вертолет. И кран будет поворачиваться в одну сторону и в другую, подниматься, опускаться. Это нам нужно будет для того, чтобы отрабатывать десантирование с каната, десантирование с веревок. Мы сможем как на землю, так и на воду, и разные высоты. Этим самым мы сэкономим. Зачем нам постоянно гонять вертолет, поднимать его, опускать, тратить топливо, если мы можем вот это вот сделать. А второй вертолет у нас будет стационарно стоять, макет вертолета, будет стоять на многоэтажном здании, на 9-этажном. То есть мы оттуда еще будем на канатах спускаться, десантироваться днем, ночью. Вот это вот участок именно вот горной подготовки. То есть здесь будут вывешены веревки, тросы, будем учить людей, чтобы они поднимались по веревкам, спускались с прикрытием друг друга. То есть вот такие вот моменты именно отрабатываются, базовые элементы отработки.
Темпами строительства такого важного объекта глава республики остался недоволен. Он отметил, что картину нужно изменить в ближайшее время и поручил первому вице-премьеру, ответственному за возведение центра, активизировать работу. Бетонный белква. За границей есть еще что. Я чай гидон. Созацвешь. Полностью дополнительно белый мусор мета. Каждый мета бомбы, чтобы мутно на это. Я каждые 10 дней один раз буду приезжать сюда. Введение в эксплуатацию этого центра существенно повысит уровень подготовки чеченских бойцов, уверен автор проекта, глава региона. Совсем недавно по его инициативе инструкторский отдел по боевой подготовке прошел 10-дневные сборы в Иордании. Теперь команда проводит в горах усиленные тренировки, готовясь к чемпионату мира среди лучших спецподразделений планеты. Он пройдет в Хашемитском королевстве в середине апреля. Зураб Центроев, Рузана Веселаева, Ибрагим Налаев. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.